В декабре в Ингушетии осуществляется особый контроль за состоянием хвойных деревьев, сообщает Минприроды в своем телеграм-канале. Сотрудники лесничеств провели свыше 180 рейдов в лесах региона, чтобы не допустить незаконные рубки хвойных деревьев. Ежегодно инспекторы с правоохранительными органами патрулируют леса и проводят информационную работу с жителями и гостями региона. В Минприроды напоминают, что за незаконную заготовку хвойных деревьев предусмотрена административная ответственность для граждан от 3 до 4 тысяч, для должностных лиц от 20 до 40 тысяч, для юридических от 200 до 300 тысяч рублей. В Сунже благоустроили сквер по улице Розы Люксембург. Осмотреть новую благоустроенную территорию выехали глава города Аслан Умаров с заместителями и председатель горсовета Ингисхан Аздоев. В рамках формирования комфортной городской среды на общественной территории асфальтировали дорогу, уложили тротуар, установили скамейки и урны. Для любителей спорта благоустроена площадка с брусьями. Эксперимент по упрощенной выдаче лицензий и разрешений продлится до 31 декабря 2025 года, сообщает телеграм-канал правительства. В 2025 году в рамках эксперимента планируется перевести часть разрешений на уведомительный порядок выдачи, запустить комплексный подход для получения нескольких видов разрешений с помощью одного заявления и опробировать проактивный механизм для их продления и получения. С момента старта проекта срок выдачи разрешений сокращен в среднем с 43 до 20 рабочих дней. Количество документов для получения разрешений также сократилось вдвое. Владимир Путин подписал закон о корректировке размеров административных штрафов за нарушение ПДД. За управление транспортом в состоянии опьянения и за невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на опьянение грозит штраф до 45 тысяч рублей. За превышение скорости более чем на 80 км в час и за выезд на встречную полосу до 7,5 тысяч. За превышение скорости от 20 до 40 тысяч до 750 рублей. За проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика до 1500. За движение по полосе для маршрутных транспортных средств до 2250 рублей. А за нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего, штрафы составят от 3750 рублей до 7500 рублей. МИД России напомнил, что с 2025 года иностранцы, прибывшие в Россию без необходимости получать визу, смогут находиться в стране суммарно не более 90 дней. Сейчас этот срок равен 90 дням в течение 180 суток. Изменения коснутся всех иностранных граждан, приезжающих в Россию без виз, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и международными договорами. При этом срок временного пребывания иностранца, прибывшего в Россию по визе, как и прежде, определяется сроком действия выданной ему визы, отмечается в сообщении. Правительство дополнительно выделит из страхового запаса Фонда обязательного медицинского страхования свыше 2 миллиардов 900 миллионов рублей на оказание специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи. В федеральных медучреждениях в рамках базовой программы ОМС можно получить более 80 различных видов высокотехнологичного лечения, в том числе сердечно-сосудистых, онкологических и других заболеваний. 4 самые распространенные в преддверии Нового года и предстоящих каникул схемы мошенничества назвал один из крупных российских банков. Одна из них связана с фейковыми уведомлениями о выплатах в честь праздников, бонусы или социальные выплаты. Чтобы получить доступ к гаджету жертвы, аферисты убеждают россиян установить некое официальное приложение. Еще одна распространенная схема – несуществующие распродажи и скидки. Мошенники создают фейковые сайты или целые приложения и публикуют в них выгодные предложения от лица различных компаний. Поздравительные ссылки с новогодними открытками также могут лишить россиян денег и персональных данных. 4-я популярная схема – предложение установить праздничные обои или новогодние чек-листы.